суток, вот почти полтора суток не было связи. Сейчас вот появилась. С нами все нормально, живы, здоровы. Показываю вам коротенькое видео, небольшое. По медицине 25% абсолютно здоровы. Уйдем в лес. Все потеряли? Все равно у кого-то... Здесь я. Сюда, там кто-то... Салам, что ли? Прямой эфир, здоровайся там. Здравствуйте. Обедаем. Обедаем, все обедаем у нас. Вот ангел мой пришел. Мелком, только быстро покажи. Вот так, он не любит долго. Ангел, крыло ангела. У меня сейчас полноценно два крыла. Одно воронье, другое белое ангельское. Все, гармония установилась у нас. Вот такие, только быстро показываю. Так, он не любит так. Я его не буду показывать. Он тебе мелком показал, хорошо. А я думал, это там надо быстро снять. Я не понял даже, почему это. Голландская машина. Ну, голландец. И на иностранцев похож здоровый, высокий. Они же все такие же голландцы, да? Длинные. Да. Здоровые. На 57-м году голландцем стал. Да, голландец. Похож лицом на европейца. Около 2. Я у него спрашивал, сколько у него рост, он так и не сказал. Вот такое короткое видео, ребят. Мы вот расположились. Вкратце покажу. По интересу. Нет, по образованию. По образованию? С дипломом. Даже так? Ни один день, А правда, не работал и учителем До истории. петровских времен история, на твой взгляд, является правдой? Да, Петровский пример. Вот 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 Иван от Грозный. Петра до нас Да. я ничего не буду говорить. Она более-менее правдива. А вот до Петра Первого. Это времена Ивана Грозного, вот эти, примерно я говорю, Да. вот эти времена, да? Она, Да. на твой взгляд, как она? Лживая или Ивана правдивая? Грозного. У меня Да. есть достоверные факты, что она абсолютно лживая, абсолютно придуманная. Я скажу так, история исказилась еще раньше, со времен Римской империи. Римская империя, первая мощная государственная система, все исказила под Так, себя. а Римская империя, это в чьих руках-то была? Это государство. Это государственная система. Кто бы им не правил, это система. Первая мощная государственная система. Я настолько глубоко залез в изучение истории, что в наше сейчас современное тысячелетие, 1000 лет в нашей истории, по моим собственным изысканиям, это абсолютно лживый факт. Просто придумано. Это русский, скажи, это тоже. Это да, вот поэтому говоришь, а вас все равно что поет. Тоже должен импровизировать, петь вот эти как сказать, молитвы свои шаманские, тоже импровизация. Это Может, правда кто-то сверху да, нас да. заставил нас встретиться. Да. Ну я рада встрече, конечно, здорово. Такое ведь. Рада познакомиться. Поэты, они очень тонкие люди. Как и шаманы тонкие люди. Чуть чувствуют. Да, насчет какого-то внутреннего чутья. Эти тонкие люди. Чувствуешь, вот чувствуешь, не можешь объяснить, а чувствуешь. И главное, и не только они, художники тоже такие же, оказывается. Художники. Они только вот это изображают на полотне, вот это свои тонкие И чувства. композиторы. Композитор на музыке уже. Люди слушают, это все шаманы. Как. Если бы вас отбросить, ее отбросить, эту славянскую древность, она бедуней бы точно. Да? Ведьма. Ведуней, Ну, ведьма, не ведьма, знаю, ведунья. да, колдуней славянской, да, потому что, Колдунья не знаю. ну не знаю, вот ведуней, да, потому что вот, а современность ее сделала Я не такие поэтесса. сколько общаюсь. Поэтесса. Не, я Вычислил даже. я говорю просто, вот, если отбросить древность, я бы там тоже полноценным шаманом был бы уж точно, куда ж бубном ходил бы весь этот в своих одеждах. До 17 века, вот с 6 века до 17 вот это вот там 1000 лет, это просто придуманный факт. Я согласен, интуитивно согласен. Я интуитивно. почему так Не говорю? на фактах, а интуитивно согласен. Почему я так говорю? Потому что я был непосредственно свидетелем того, что вот у нас в городе есть СПТУ номер 2. И есть железнодорожная больница. Между ними расстояние, ну, где-то с полкилометра. И вот раньше, в начале 2000-х годов, в конце 90-х, на этом месте был огромный овраг Промутин. Прям такой овраг, ну, с полкилометра в длину, шириной, наверное, метров 100-150. И глубина у него была метров 60, наверное.
И вот когда дождь пройдет, овраг вымывается, с края вываливались надгробные плиты. Там было, батя мне еще дед говорил, там было старинное кладбище Читинское, старинное кладбище. Вот плиты когда вываливались, мы там постоянно с дядькой там рядышком недалеко жили, лазили по этому оврагу. Все, череп он пытался найти, давай череп найдем. Где здание ГАИ? Не, ГАИ это кладбище вот было от второго выставочного павильона Ленина 1 и до угол ГАИ. Вот эта вся территория, это было огромное кладбище. Я туда ходила, у меня... А вы коренные читинцы, Да, значит? да, да. Коренные читинцы собрали. И вот смотри, 615 670 год. А потом уже плиты стали появляться, на которых уже однерка, 700 там какие-то года пошли. Вопрос у меня еще в то время образовался. Когда Журналист. вот с этой буквы Z однерка получилась, потому что Z она не была, это как получается по старинному летоисчислению, как год обозначался буквой Z, год был спереди, вот эта буква Г или Z, она по старинному, по буквице годовщина обозначалась буквой Z. Вот в чем дело. Смотрите, какой-то, да, прямой угол. Ага, как классно вообще. Надо заснять. Прямоугольный какой-то. Облако Идет то ли туча такая прямая какая-то. И вот тогда я вот убедился, что 1000 лет в нашей истории получается. То ли знамение какое, не знаю. Нет, видишь, там туча и от нее тень. Какой-то знак. Она расстроит, она поэтая. Я настолько с этим вопросом истории дотошен, я вот везде стараюсь найти концепцию этой истории. Да, а мне интересно, не политику, а вот эта история, вот эта археология, интересная идея. Саня, вот самое Телевизор интересное, тоже да, это копаюсь, смотрю. вся политика современная Ага. зависит от нашей истории прошлой. Вот в чем дело. Вот когда начинаешь историю раскапывать, начинаешь добираться до изначальной основы истории и подходишь до момента нашей политики современной, все идет оттуда. И это вот история славян, вот это славянский, до сих пор же плохо изучена. Или замалчивается, искажается. Там, не знаю. Потом, мне кажется, ну я пришел, там князь не играл большой роли. Да и название князь